Первое, с чего мы начнем, это создание нового Google профиля. Вот именно этот Google профиль, он у меня сделан без входа. После того, как у нас все это выполнено, у нас стоит задача того, чтобы создать огромное количество здесь кошельков. Прежде чем нажимать эту кнопку, нужно выключить интернет, либо Wi-Fi. На каждом субаккаунте можно делать 20 новых депозитарных кошельков. Друзья, всем большой привет! На связи, как всегда, я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. И сегодня я практически покажу, как создавать дешевые мультиаккаунты и выполнять на них первые транзакции. Большинство людей, которые хотят этим заняться, стопорятся на первом самом простом действии, это создание аккаунтов. Есть много вопросов, они связаны с пополнениями кошельков, с переводами на них, с организацией этих депозитных адресов на биржах и так далее. В общем, очень много вопросов, которые мы сегодня охватим в это видео. Просмотрев его до конца, ты 100% сможешь понять, как начать делать мультиаккаунты для различных ретроактивностей. Итак, друзья, не будем затягивать, и мы начинаем. Погнали! Но прежде чем мы начнем, друзья, хочу попросить вас подписаться на мой канал, нажать колокольчик. Я создал новый YouTube канал, на котором записываю актуальные мысли, которые связаны не только с ретро-дропами, но и с позициями, в которые мы заходим по рынку. Поэтому обязательно подписывайтесь и зарабатывайте вместе со мной. И теперь мы переходим к самому главному интересному, тому, как создавать вот такое количество адресов для кошельков, как вообще загружать кошельки здесь, какие действия необходимо сделать и так далее и тому подобное. В общем, все по порядку, друзья. Первое, с чего мы начнем, это создание нового Google профиля. Что это такое, как это работает? Вот после того, как мы зашли в расширение Google, в этот браузер, у нас есть здесь иконка. Нажимаем на нее. Здесь мы видим название моего Google профиля. Он сделан у нас без входа непосредственно в саму почту Gmail. То есть для того, чтобы создать новый вот этот профиль весь, где мы будем производить активность для мультиаккаунтов, нам нужно нажать кнопку «Добавить», после чего всплывет такое окошко Google Chrome, где мы можем зайти на зарегистрированную почту и начать свою деятельность, либо продолжить без входа в аккаунт. Вот именно этот Google профиль, он у меня сделан без входа. То есть морочиться абсолютно не нужно. Все, что вам необходимо, нажали эту кнопку и нажимаем кнопку «Добавить», нажимаем без входа и продолжаем. После того, как мы это сделали, первое, что нам необходимо, это непосредственно установить расширение MetaMask. Как это делается, я думаю, всем понятно. Кто не знает, прикреплю здесь обязательно видеоролик, в котором рассказано, как устанавливать нам MetaMask, как добавлять на него сети и так далее. После того, как у нас все это выполнено, у нас стоит задача того, чтобы создать огромное количество здесь кошельков. Первое, с чего мы начинаем, когда мы установили MetaMask, у нас есть два варианта. И MetaMask, как правило, предлагает нам либо зайти уже в существующий аккаунт по сид-фразе 12 слов, либо создать новую. В нашем случае мы пользуемся вот таким вот специальным сервисом, называется OnCoinTool. Для чего он и в чем его удобство? Он сразу генерирует вам адреса кошельков, на которых вы сможете занести себе в таблицу и адрес, и приватный ключ, и сид-фразу. Как это делается? Выбираем адрес Ethereum, вводим, к примеру, 10 кошельков, которые мы потом будем импортировать в наш MetaMask. Прежде чем нажимать эту кнопку, нужно выключить интернет, либо Wi-Fi. Я уже заранее это сделал, подготовил. Вы отключаете интернет, нажимаете эту клавишу, и в следующем вам выдаются вот такие вот новые сгенерированные кошельки, которые вы можете сохранить себе через табличку, да, которую можете сохранить здесь, либо копировать и вставлять себе непосредственно в тот файл, куда вам удобно. После чего мы импортируем закрытые ключи через кнопку «Импортировать счет» и вставляем сюда. И импортируем, и кошелек автоматически у нас добавляется. Таким образом, я рекомендую выгружать все кошельки. Это гораздо удобнее, чем делать через кнопку «Создать счет», потому что могут возникнуть трудности с импортом этих кошельков, которые будут создавать через кнопку «Создать счет» на другие устройства. Да, где-то они взаимосвязаны с сид-фразой, где-то закрытым ключом. Лучше это делать через этот сервис. Он надежный и удобный. После того, как мы создали наш кошелек, нужно прийти к тому, чтобы создать депозитарные адреса кошельков, которые нам пригодятся. Я это делаю с помощью биржи OKX. Сейчас более подробно подойдем и рассмотрим, как у нас это сделано. К примеру, у меня на каждом субаккаунте можно делать 20 новых депозитарных кошельков. Получается, выглядит таким образом.
Для того, чтобы вам вообще их создавать, первое, что нужно, это зарегистрироваться на бирже. Я не буду это объяснять сейчас. Оставлю ссылку в описании на биржу OKX со скидкой на комиссию. Регистрируйтесь по ней. Дальше необходимо пройти верификацию KYC первого-второго уровня и установить защиту на аккаунт с помощью номера телефона, либо двухфакторной Google аутентификации. Досматривайте это видео до конца, и я более подробно расскажу, как это сделать в 2 клика. После того, как мы создали наш аккаунт, прошли верификацию, защитили его, все, что нам необходимо, это создавать субаккаунты. Получается, на один профиль можно создать 5 субаккаунтов, и включая главный аккаунт, то есть всего 6 аккаунтов, можно создать до 20 депозитарных кошельков. Соответственно, сейчас я продемонстрирую вам, как для этого Google профиля у меня здесь 30 пыльных аккаунтов, да, на которых я провожу дешевые транзакции. Что я делаю? 20 кошельков у меня уже есть, с 1 по 20. Мне необходимо создать еще один новый субаккаунт. Как это делается, друзья? Переходим дальше. Для этого в первую очередь нам нужно зайти на главный аккаунт. Для этого мы нажимаем на кнопку «Сменить аккаунт». Дальше, друзья, мы видим, что у нас есть тут главный аккаунт и есть 3 из 5 возможных субаккаунтов. Сейчас я буду создавать 4-й субаккаунт, который будет включать в себя 10 адресов непосредственно для этого Google профиля. Что для этого в первую очередь делается? Переходим на главный аккаунт. Нажимаем кнопку «Переключиться». После того, как мы перешли на главный аккаунт, нужно нажать на иконочку человека и перейти в раздел «Субаккаунты». Дальше, друзья, после того, как мы перешли в раздел «Субаккаунты», мы можем увидеть текущее количество субаккаунтов, нам необходимо создать новый. К примеру, он у меня следующий будет называться субаккаунт LZ-пыль 2, то есть там у меня будут дополнительные 10 адресов для этого Google профиля. Что я делаю? Нажимаю кнопку «Создать субаккаунт». Первое. Введите ID субаккаунта. Что я пишу? Это у нас название. Я пишу subak lz пыль 2. И заранее подготовленный пароль, который у нас должен быть из большого количества символов, нижнего регистра, верхнего, цифра, символы и так далее и тому подобное. Дальше выбираю стандартный аккаунт, торговля и внесение разрешения депозитов. Это как раз то, что нам необходимо. После этого нажимаю кнопку «Создать». Для того, чтобы подтвердить создание, мне нужно ввести код, который прямо сейчас пришел мне на мой номер телефона, а также ввести код двухфакторной аутентификации, что я в принципе сейчас и делаю. Подтвердить. Все, субаккаунт у нас создан. Все, что необходимо, это поставить галочку, что можно переключаться между аккаунтами. Дальше, друзья, для того, чтобы прогонять активности, остается нам совсем чуть-чуть. Мы должны зайти на этот новый субаккаунт, который мы сделали. К примеру, нажимаем кнопку «Сменить», после чего переключаемся. И здесь в разделе «Активы» нужно нажать кнопку «Пополнить». После того, как мы перешли в этот раздел, нам необходимо выбрать тип валюты. Мы будем делать переводы постоянно в эфириуме в сети Arbitrum One. Здесь нам необходимо нажать кнопку «Далее» и, соответственно, перейти в раздел адресной книги эфириума, где мы уже видим, у нас есть стандартных 2 адреса кошелька. Что нам, друзья, дальше необходимо? Это обозвать их. Как мы это делаем? Пишем MetaMask. У меня получается уже, к примеру, для удобства 21 аккаунт. Я, получается, копирую эту часть и нажимаю галочку «Сохранить». Дальше нажимаю 22 и добавляю еще 8 адресов и называю их своими именами. После того, как мы это с вами сделали, друзья, нам необходимо начинать работу. Работа выглядит следующим образом. Я, к примеру, уже пополнил адрес одного кошелька, где буду прогонять объем. Это у меня пыльные аккаунты, на них я делаю объем до $1000. Кто, в принципе, хочет увидеть полную подробную инструкцию, вот здесь я ссылочку прикреплю. Большое видео, в котором я рассказывал, как все делается. Также в дальнейшем запишу еще много интересных полезных роликов на тему ретро-дропов. Очень важно понимать, что любой из этих кошельков мы можем пополнять с любого биржевого кошелька. А вот выводить с этого кошелька деньги для перевода на другой аккаунт мы будем через как раз этот депозитарный адрес
И каждому кошельку соответствует как раз у нас адрес определенного кошелька. Как это делается у нас, друзья? К примеру, у меня сейчас деньги находятся на первом аккаунте, я должен перекинуть и зайти на тот субаккаунт, который соответствует первому MetaMask. После того, как я перешел на необходимый мне субаккаунт, я нажимаю адресную книгу и выбираю MetaMask под номером 1. Нажимаю кнопку «Выбрать», и у меня видим, что 2C72 это мой как раз адрес кошелька, который соответствует этому MetaMask. Дальше все, что мне необходимо сделать, это прогнать активность. Сейчас быстро покажу, как я делаю базовую активность. В принципе, если вы делаете, мы сейчас делаем для пыльных аккаунтов, я не заморачиваюсь. Что я делаю? У меня есть сейчас деньги в BNB, мне нужно сделать 2 транзакции для того, чтобы объем был до $1000. Дальше, переведя последний раз деньги в сеть Arbitrum в Ethereum, завести как раз их по этому необходимому адресу. К примеру, у меня сейчас есть деньги в таком формате. Первое, что я делаю, я перевожу в USDT. Нажимаю кнопку Swap и нажимаю подтвердить. Я также пользуюсь минимальными комиссиями, которые у меня обеспечивает протокол BuyAnchor. Его также прикреплю, на него инструкцию, все ссылки будут у меня в телеграм-канале и в описании. Снижаем мы минимальный ГВ, делаем единицу, нажимаем кнопку «Сохранить» и нажимаем кнопку «Подтвердить». После чего у нас транзакция принята, и мы ожидаем ее исполнения. Быстро видим, меньше чем за минуту у меня мои BNB-шки перевелись в баксы. Дальше что я делаю? Я выбираю как раз доллары и перевожу в Arbitrum в Ethereum. Для этого выбираю все USDT и нажимаю для начала, подписываю контракт на Approve. Все точно так же, нажимаем «Использовать по умолчанию», кнопка «Далее», изменяем, ставим самый минимальный ГВей, то есть единицу, и нажимаем кнопку «Одобрить». После чего, как только сейчас контракт опрувнется, нам останется свапнуть USDT в сети BNB Chain в Ethereum в сети Arbitrum. После апрува у нас появилась кнопка Swap, нажимаем на нее, подтверждаем транзакцию и ставим, как обычно, минимальный ГВей. Как видим, у нас с этим ГВейм стандартно предлагает комиссию 82 цента. Мы снижаем ее до единицы, и она у нас стоит теперь 16 центов. Нажимаем кнопку «Подтвердить», и все, что остается, это вот у нас сейчас проходит процесс свапа в Ethereum в сети Arbitrum, и после этого мы перегоним эти деньги на следующий аккаунт, а именно каким образом, покажу сейчас совсем скоро. Так, друзья, мы видим, что уже баланс нашего кошелька в сети Arbitrum Ethereum пополнился, хотя, несмотря на то, что здесь у нас нету галочки подтверждения, для этого мы обновим страницу. А еще лучше, мы возьмем и переключим сеть BSK BuyAnchor на сеть Arbitrum One. И видим, что да, Ethereum у нас на месте. Все, что нам дальше необходимо, это отправить их на биржу. Как мы помним, у нас есть уникальный адрес для каждого кошелька MetaMask. Нажимаем «Копировать», проверяем, что 2C72 у нас соответствует первому MetaMask. Все отлично. И сразу заранее выбираем второй MetaMask. После чего берем, заходим сюда, нажимаем Ethereum, нажимаем «Отправить», выбираем, нажимаем кнопку «Max», адрес проверили верный, нажимаем кнопку «Далее». Здесь у нас уже комиссию не получится сэкономить, платим немножко, 11 центов, нажимаем кнопку «Подтвердить». Все, Ethereum у нас отправлен. Быстро, как мы делаем и переводим его уже на следующий MetaMask, который у нас под номером 2. Переводим, включаем его. Открываем новую вкладку на OKX, после чего заходим сюда, выбираем кнопку, нажимаем «Сменить аккаунт» и нажимаем «Переключиться на главный». После того, как мы переключились на главный, снова нажимаем на человечка, переходим в раздел «Субаккаунты». Напротив субаккаунта, который мы пополняли, а это у нас соответствует этот аккаунт, нажимаем кнопку «Перевод». У нас открывается страничка перевода между балансами, выбираем криптовалюту, Ethereum, и по идее она уже должна у нас быть на кошельке. Да, она уже у нас. Переводим на главный. Вывод мы делаем только с главного кошелька, потому что субаккаунты не имеют функцию вывода средств. Нажимаем кнопку «Подтвердить». После этого заходим в раздел «Вывести». Заходим в MetaMask. Копируем адрес второго кошелька. Нажимаем Ethereum. Вывод on-chain. Вставляем адрес.
выбираем сеть Arbitrum One, нажимаем кнопку Max. Комиссия небольшая, нажимаем кнопку Далее. Предупреждает о рисках. Подтверждаем все, нажимаем кнопку Далее. Проверяем адрес B95A. Адрес соответствует. Отправляем письмо и номер телефона. После подтверждения нажимаем «Вывод средств». И, друзья, все, нажали кнопку «Подтвердить», видим, что запрос на вывод средств отправлен. На самом деле средства уже пришли достаточно очень быстро. Дальше мы заранее, все, что нам остается сделать, это переключить данный главный аккаунт на наш субаккаунт, на котором у нас находятся наши адреса. Мы заходим в иконку человечка, нажимаем «Сменить аккаунт» и переключаемся на необходимый наш аккаунт. Эта вкладка у нас автоматически обновляется, как и предыдущая. Мы ее закрываем, она больше нам не нужна. И мы видим, что адреса наших новых кошельков, которые мы дальше будем задействовать, сразу активированы. Деньги уже на балансе, адрес мы видим BAS40, нажимаем кнопку пополнения, проверяем субаккаунт наш, BAS40, все на месте, продолжаем работать, делаем транзакцию дальше, к примеру, в BNB, в сеть Binance Smart Chain, после чего делаем назад, туда-сюда, 2 транзакции, объем до 1000 баксов, и с Arbitrum снова загоняем на тот адрес и повторяем так по кругу. Друзья, в принципе, на этом видеоролик подошел к концу. Думаю, что он был максимально интересен, полезен. У кого какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Смотрите полную инструкцию, ссылка на нее оставлю в описании. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Тут много дополнительных инструкций, которые подойдут абсолютно для всех. Рекомендую посмотреть все ролики на канале, которые касаются ретро-дропов. Там вы найдете много полезностей. Ну и ролик подошел к концу. До скорых встреч. Благодарю за просмотр. Пока-пока.